Исянусыз хурматлы тамашачылар. Здравствуйте! Программа «Хазина» снова в эфире. Мы рады приветствовать всех наших телезрителей. Сегодня в выпуске вы увидите: Федеральный Сабантуй прошел в Тюмени. Что было самым интересным на всероссийском празднике плуга? Талант и красота даны нам природой от рождения. Новый конкурс для самых маленьких поможет убедиться в этом. Кулинарная поэма. Записываем рецепт традиционного татарского блюда от поэта Ирика Сабирова. Оно может стать украшением любого стола. Совсем скоро вы узнаете много интересного. Оставайтесь с нами. А пока краткий обзор самых актуальных новостей. В рамках проекта по благоустройству Старо-Татарской слободы восстановлена самая короткая и узкая улица в Казани – Кунче. В переводе с татарского – Кожевенник. Ее длина всего 100 метров, а самое узкое место составляет 3,5 метра. Она стала пешеходной и выходит на набережную озера Кабан. Также в Старо-Татарской слободе восстановлено 24 исторических памятника, среди которых дома казанских купцов – Ушаковых, Казаковых и Апанаевых. В социальной сети «Одноклассники» появилась новая группа «Мишерляр». В группе будет публиковаться все, что касается татар-мишар. История народа, традиции, новости татарской диаспоры, анонсы встреч. Также будет представлена афиша концертов и сабантуев. В Тюмени прошел один из самых грандиозных за всю историю страны – Федеральный Сабантуй. Несмотря на то, что он оказался 13-м по счету, праздник пришелся по душе всем гостям. Представители Конгресса татар Челябинской области стали одними из почетных гостей мероприятия. Абсолютным рекордсменом по количеству гостей 13 тысяч человек стал Федеральный Сабантуй в Тюмени. Торжеству открыло шествие 12 городов-хозяев праздника прошлых лет. Поднятие флага с символикой Сабантуя положило начало народным гуляниям и веселью, а президент Татарстана с главной сцены поприветствовал собравшихся гостей. Biz bugün Miramanda federal Sabantuy ütkərəbiz. Əlbəttə, Sabantuy ol Tatar xalqı üçün ən yuqarı bayram. Həm biz onu birgə, bütün xalqlar bilan birgə ütkərəbiz. Bu yılda 55 Россия өлkəsində Sabantuy ütkərildi. 23 çit ildə ütkərildi. Həm bugün bik zor rəhmətli Vladimir Vladimirovich gubernatorga hamanın komandasına şuşunday mümkünlikler turdurgan için hamında şunday motor Сабантуй ütkərigə mümkünlik bulgan için. Сабантуй имеет долгую историю и переводится с тюркских языков как праздник плуга. Он проходит летом по окончанию всех полевых работ. Сначала его отмечают в деревнях и селах. Завершается праздничная череда большим федеральным Сабантуем. О гостеприимстве татарского народа можно слагать легенды. Вот и на этот раз были рады всем. Хорошие эмоции, прекрасное настроение, самое главное – общение. Чем больше будет таких праздников, тем, я думаю, люди будут добрее, у них потеплеет душа, все это будет передаваться нашим детям, внукам, ну и в целом обстановка в России, она будет совершенно иной. Все прошло в лучших традициях праздника плуга: выступления самодеятельных коллективов, народные промыслы, национальная кухня. Поразил воображение сладкий сюрприз – 200-килограммовый чак-чак. Его испекли из 300 яиц и 75 килограммов меда. Это национальное лакомство мог попробовать каждый желающий. А спортивные соревнования, битье горшков и бой на бревне помогли остаться гостям в хорошей физической форме. Гвоздем программы стала борьба куреш – традиционная национальная забава. Все это своими глазами смогли увидеть наши земляки – делегация Конгресса татар Челябинской области. Хочется поблагодарить сегодня всех организаторов, в первую очередь губернатора Тюменской области Владимира Владимировича Якушева и, конечно же, нашего всеми уважаемого президента Рустама Нургалиевича Миниханова за то, что традиции эти продолжаются, за то, что они нам дают возможность каждый год встречаться, общаться, знакомиться. Это большое дело, и мне бы хотелось, чтобы эта традиция продолжалась, чтобы Сабантуй звенел, шумел, гремел на всю страну и далеко-далеко за пределами, где бы только ни жили наши родные татары. Праздник завершился большим концертом. В нем приняли участие артисты из Челябинской области: Дамир Сафин, Марат Канафин, Фарита Якупова, ансамбль «Баян Позитив». Послушать и поддержать наших исполнителей приехали зрители из Челябинска. Мы участвовали в концертной программе.
К нам подходили, что было очень приятно, челябинцы, которые специально приехали. Кто-то приехал специально на Сабантуй, кто-то гостил в Тюмени и пришел на праздник. И было очень приятно видеть, нам было приятно их видеть, а им нас. Побывав на таком торжестве, хочется снова окунуться в его атмосферу. Уже в следующем году Томск удостоится чести провести федеральный Сабантуй. Это станет подарком к юбилею города. Конгресс татар Челябинской области начал подготовку к татар-кызы Экюменунуш Нәни Энжиляр. Организаторы представят новое прочтение уже полюбившегося конкурса. В этом году зрителей и участниц ждет много сюрпризов. В оргкомитете полным ходом идет работа. Еще многое предстоит сделать, потому что «Татарочка» – это не просто конкурс красоты и таланта. Это событие, которое помогает возрождать и сохранять народные традиции. Поэтому и подход нужен особый. Взглянув на новый логотип, можно догадаться о главной перемене. В предстоящем конкурсе примут участие красавицы от 8 до 10 лет. Маленькие жемчужинки в будущем станут хранительницами национальных традиций. Өлкә татар конгрессының Нәни Энжиляр бәйгесе булуы бик мөһим балалар өчен. Чөнки менә балалар үзләренең милли рухта тәрбияләнүен турында, милли җырлар, биюләр, милли әйберләр эшләү турында балалар үзләре генә түгел, аларны караучы укучыларда, аларны караучы нәни тамашачыларда үзләренең кирәклеген аңлыйлар. Шуңа күрә бу проект, бу бәйге, безнең Нәни Энжиляр бәйгесе, безнең өлкәбездә яшәүче кичкенә укучылар өчен, кичкенә балалар өчен бик кирәк дип саныйм. Несмотря на юный возраст участниц, программа конкурса будет очень насыщенной. Сначала отборочные туры в городах и районах области, затем финальные испытания в Челябинске. По итогам будут выбраны 10 лучших из лучших. Конкуренция обещает быть нешуточной. Во втором этапе конкурса жемчужинкам предстоит раскрыть все свои таланты. Спортивные, творческие, кулинарные испытания ждут маленьких красавиц. Наблюдать за ними смогут все зрители канала ОТВ. Завершится конкурс грандиозным гала-концертом в Театре оперы и балета. С первых дней с девочками будут заниматься профессиональные мастера, то есть это и мастера по тканям, по рукоделиям, это будут лучшие шеф-повара по кулинарному искусству, то есть их будут обучать мастерствам татарской кулинарии. Вот. С ними будут заниматься преподаватели по языку, по литературе, хореографы, которые будут учить их нашим национальным танцам. Элина Арсланова уже точно решила принять участие в конкурсе. Ей не привыкать к конкурентной борьбе и плотному графику. Работа соведущей на телевидении, вышивание, кулинария – и это только часть ее увлечений. А победы на всероссийских конкурсах закалили ее характер. Хотя Элине только 8 лет, у нее за плечами уже немалый опыт. Ее секрет – внимательные родители, которые вовремя разглядели талант дочери. Я видел ее увлечение к музыке, она слушала их, пела сама, вот тоже вот на слух. Слух у нее очень хороший, воспринимает музыку очень хорошо. Она очень настырная у меня, упорная, очень любит заниматься. Ну, думаю, что не подведет. Но не только талант является залогом победы. Поддержка семьи, пожалуй, главное в детском конкурсе. Именно родители могут стать опорой и вдохновением для будущих мисс. Хотелось, чтобы семьи поддержали наших юных участниц в этом конкурсе, были им подспорьем, подмогой и, наверное, каким-то символом традиций наших семейных. До начала отборочных туров осталось совсем немного времени. Они стартуют уже в сентябре. Но еще можно успеть принять участие в конкурсе. Обо всех подробностях проекта вы можете узнать на сайте Конгресса татар Челябинской области. А теперь настало время самой вкусной рубрики. Сегодня поэт Ирик Сабиров вместе с супругой расскажет, как приготовить традиционное татарское блюдо душмак. Хайырлы кеннәр! Мы продолжаем готовить оригинальные татарские блюда. И сегодня со мной заместитель председателя исполкома Конгресса татар Челябинской области Ирик Сабиров со своей любимой супругой Люцией. Исависес. Большое спасибо, что пришли к нам.
Ирек Сабиров, заместитель председателя исполкома Конгресса татар Челябинской области, заслуженный работник культуры Республики Татарстан. С раннего детства любит поэзию, пишет и публикует стихи. Ценитель творчества Пушкина, Лермонтова, Тукая, Есенина, Токташа. Интерес к творчеству помог ему не только состояться как поэту, но и встретить свою истинную любовь – супругу Люцию. Ну и с каким блюдом, с каким рецептом? С рецептом любимого Атинин блюда душмак. Хотелось бы сегодня вам его приготовить и показать всем. Дучмак – особый вид ватрушки из пресного или дрожжевого теста с начинкой из картофеля, либо яиц, растертых с творогом, молоком. Сытное и вкусное блюдо подойдет для больших застолий или скромных праздников в кругу семьи. Ауылда хорошо, бәрәңге бар, ын бар. Всегда есть картошка, мука, поэтому, в принципе, будем готовить самое настоящее деревенское блюдо. Приступим. Здесь у меня уже готовое одно тесто, это дрожжевое тесто, потому что душмак можно приготовить из двух видов. И пельменное, и дрожжевое. Дрожжевое мы уже купили, давайте сделаем пельменное. Берем яйца, 2 штуки. Ага. Вы так смотрите на своего супруга, как будто он знает 100% рецепт. Да. Люция, а какое вот любимое блюдо у вашего мужа? У моего мужа, ну, наверное, взять шпишмак и буккан. Бекан нәрсә белән? Кәбестә беләнме? Юк, ит белән. Ит белән? Ит белән булган ашларны күрәк яратам никтер. Шын татар егетләре, алар бит итсез әйберләр ашамыйлар да, они без мяса вообще ничего не едят. Люция, ты здесь уже практически все приготовила. На этот раскатанный листик мы ложим картофель наш, Да, пюре мы заранее приготовили. которое готово. Оно должно быть нежненькое, мягкое. Но вот такие вот красивые формочки получаются. Получилось такое солнышко. И это солнышко у нас тоже приготовлено одно яйцо. Нам бы его размешать. И мы будем смазывать, да, сверху? Ну что ж, пока Люция смазывает наш душмак, я думаю, мы его заправим красивым стихотворением от Ирика. Кызлар уза язгы урам буйлап, ә без әле һаман тилебез. Моннан 20 еллар элек чибәрләрем кайда идегез? Сезнең бөтен кыланышыгызда чиктән ашып тора дәртлелек. Без үскәндә кызлар бүтән иде. Әйтик, моннан 30 ел элек. Хәер, моннан 40 еллар элек бүтән иде безгә дә бәя. Ни аяныч, без картайган сайын матур кызлар җирдә күбәя. Бик зур рәхмәт. Матур кызлар, сезнең өчен. Ну что ж, великолепное было стихотворение, получился первый великолепный душмак у нас. Бик матур булды бу. Этот душмак из кислого теста. Люция, расскажите, пожалуйста, как познакомились с Ириком? С Ириком Тагировичем мы знакомы давно. На том заводе, где я работала, он был начальником, главным инженером. Вот. И как-то так получилось, что я тоже начала писать стихи. И мне захотелось показать эти стихи кому-то, потому что все мы сочиняем для того, чтобы кому-то показать. Так вот, Ирик Тагирович сказал, что он не так понимает, как должна писать стихи. Мне где-то это немного не понравилось, я даже написала в ответ, что ты понимаешь все не так и видишь все совсем иначе. Помню. Да. Моя подруга позвала меня, у нас есть в городе татаро-башкирский центр Дуслык, и улайтте уруслар собираются, почему татары не могут? Могут! Вот мы собрались, и я теперь там и танцую, и пою, вот, и там близко оказался Ирек. Ну а как вот... Все завязалось с татарского кружка, можно сказать. Люция, для наших телезрителей, пожалуйста, бригеначер, шкинагеначер. Бүтін егітлер урамда синий да утырасың, бүтмей бірда синің ішлер, бигрәк үзін жайға кешлер, син неше қуздырасың, син неше қуздырасың. Браво, браво, бик зур рахмет, бик матур булды бу. Ирик, расскажите, пожалуйста, вот сейчас какие газеты выходят в Челябинской области для татарского населения? Главная газета – это газета «Хазина», которая выпускает Конгресс татар Челябинской области. Там, в общем-то, работают профессионалы. Это полноцветная... Только хотел сказать, газета выходит в цвете. Да, полноцветная многополосная газета.
Там материал очень богатый. Мы все участвуем в выпуске этой газеты, не только сама редколлегия. Они обращаются за интервью. Ну, Лена Рафиковна, это само собой, конечно. Лена Рафиковна, мне кажется, это есть самый главный редактор сердца газеты «Хазина». Бик матур шигырлар, бик матур душмаклар. Хэмаларны. Куябысанда. Мы отправляем наши душмаки в нашу духовую печь на 30 минут. 30 минут, не больше. 30 минут кетіп тұрамыз. Итак, прошло 30 минут, и нам уже не терпится попробовать душмак от семьи Сабировых. Но татарлар майна ярата инде. Татары без масла никогда. Для приготовления дучмака с картофельным пюре вам понадобится дрожжевое или пресное тесто 100 граммов, картофельное пюре 150-170 граммов, яйцо 1 штука, масло сливочное 15 граммов. Тесто разделить на куски по 100 граммов и раскатать лепешками диаметром 12-13 сантиметров. Положить начинку пюре по центру тонким слоем. Приподнять края теста, защипнуть в 4-6 местах так, чтобы получилось шестигранное блюдце высотой 2-3 сантиметра. Смазать сырым яйцом начинку в центре, затем поставить дучмак в горячую печь или духовой шкаф на 30 минут. Достать готовое блюдо из духовки и смазать корочку предварительно растопленным сливочным маслом. Аппетитный дучмак готов для подачи на стол. Гости по достоинству оценят его вкус. Ну что ж, я как ценитель Преснякова возьму пресное тесто. Предлагаю тебе помягче. А мне пышнее нравится, потому что из этого теста получается пышнее, так интереснее. Ну, бисмилля рахман рахим. Настолько вкусно получилось, что сразу хочется написать стихотворение какое-нибудь. Супер. Замечательная корочка. Бик тамле хам пайдалы. Замечательно получился душмак от семьи Сабировых. Ирик и Люция Сизгабик Зурахмет. Бик тамле болды. И я желаю вам удачи, процветания, и чтобы ваша творческая деятельность тоже всегда наполнялась все новыми и новыми произведениями. До новых встреч, Дуслар. Готовьте вместе с нами. Сау болыңыз. Рахмет. Теперь мы знаем, как просто можно порадовать вкусной выпечкой своих домочадцев и гостей, чтобы они остались довольны. А сейчас анонс самых интересных событий. С 1 сентября возобновляются бесплатные курсы изучения татарского языка. Занятия будут организованы для взрослых и детей школьного возраста. Преподаватель – заслуженный учитель Республики Татарстан Сания Вахитовна Шевченко. Приглашаем всех желающих в Конгресс татар Челябинской области по адресу улица Смирных, 7А, по понедельникам и средам в 18:30. С 23 по 25 августа пройдет юбилейный 5-й международный фестиваль «Крутушка». Лучшие исполнители современной этнической музыки, самобытные этнографические коллективы России и зарубежья соберутся близ Казани в поселке Крутушка на территории лагеря Байтик. Самая известная в жанре World Music татарка Зулия Камалова представит национальные мелодии в своем исполнении. В рамках фестиваля планируется проведение выставки работ художников и фотографов, а также мастер-классов по игре на этнических инструментах, гончарному и ткацкому ремеслу. И это все, чем мы хотели рассказать вам сегодня. Всего вам доброго и до новых встреч на канале ОТВ. Сау болыңыз!